Совета Министров. Отдел по работе с обращениями граждан. Ну вот я обращаюсь к вам с обращением, что есть такое министерство, входящее в Совет Министров Республики, Министерство здравоохранения. И там все телефоны, предназначенные для обращения граждан, которые дает справочная и которые дает горячая линия, они не отвечают. Вот туда звонишь, телефоны не отвечают. Потом бывает изредка, что оно какое-то время занято, потом не отвечает дальше. Знаете что, вот это ж, когда оно занято? Это значит, что кто-то еще пытается дозвониться. Редко-редко это. Вот. Товарищ на горячей линии, ну, он, конечно, сказал, что он не имеет отношения к этим вопросам, но он изрек такую фразу: ну, люди движутся. Вот, люди движутся, очевидно, из буфета в туалет, в магазины и домой. Люди работают не пыльно, отдыхают долго и хорошо, зарабатывают неплохо. Ну, вам вот сказали в министерстве, да? Значит, Министерство здравоохранения, я вам диктую телефоны. Но мне не нужны эти телефоны. Для чего? Вам продиктовали телефоны. Мне продиктовали телефоны, которые не отвечают. Это беспредел. Вот. Теперь я дальше излагаю беспредел, не относящийся к Совету Министра, но относящийся, так сказать, к общей системе. Потому что у нас, я батик, возникла такая мифология после известных событий, что как-то начнут больше прислушиваться наверху к тому, что люди хотят сказать. Это нет. Значит, все телефоны администрации, приемная резиденции, администрации, управление по работе с обращениями, там тоже не отвечают. И вот есть такой телефончик, управление делами президента, там отвечает женский голос. Ну, отношения не имеет он, конечно, ни к чему, вот этот телефончик. Но я звоню, говорю, я вам звоню, потому что только у вас отвечает телефон. Она мне говорит назидательно, вот, звонить надо по компетенции. Все правильно вам сказали. Да, ну я и говорю, что звоню, видите, вы согласны со своей коллегой, просто такая солидарность. Вот мы знаем, где марксизм пролетел, что в отношении солидарности трудящихся, это вот... Это не солидарность, это не правильная всегда, вещь, я а вам вот сказала. солидарность Да. не очень трудящихся, она мощнейшая. И я говорю, не отвечают телефоны. Вот, в Министерстве здравоохранения хочу записаться на прием к министру, после письменных обращений, так, вот телефоны, они час за часом в рабочее время не отвечают. И она говорит, обращайтесь электронными письменными обращениями. Вот, это как понять, что разговаривать с людьми не хотят или как? Ну, я не знаю, не могу вам сказать. Не можете сказать. Вот я вам даю сигнал. Происходит у нас запись. В Министерстве здравоохранения. Что записывают, я не знаю. В Министерстве здравоохранения. Вот вы обращение граждан, вот я Подождите, обращаюсь. пожалуйста, я вас выслушала, вы меня выслушайте тоже, пожалуйста. Если вы направите электронное обращение с просьбой записать вас на прием и изложите, какие у вас вопросы, это обращение точно дойдет до исполнителя и будут приняты какие-то меры. Ну, вы, конечно, можете пробовать дозвониться. Значит, тогда надо в газете «Советская Белоруссия» Ну, я про газету вам не опубликовать объявление. Сообщаем на телефоны министерств, администрации президента. Больше не обращаться, всем овладеть навыками электронной почты и забыть о том, что кто-то с вами будет что-то обсуждать. Электронные решения обжалованию и обсуждению не подлежат. Вот. Кроме как в установленном электронном виде. Это надо сообщить, тогда будем знать, где живем. Понимаете? Потому что какие-то надежды возникают, так сказать, видим президента на экране, как он вот все так радостно, эмоционально излагает. А на деле, значит, лбом в стену, не в стеклянную, а в глухую. Даже не железобетонную, а из такого кирпича, из которого сегодня не строят. Вот, значит, я вам даю сигнал. В Министерстве здравоохранения не отвечают. Хочу записаться на прием к министру после полученного письма от замминистра, письмо, которым полностью игнорируются общеизвестные медицинские факты, находящиеся в открытом доступе в сети, на всех медицинских сайтах и не только медицинских.
Вот. Значит, соответственно, в ходе телефонного разговора, еще там, где отвечают, записывают иногда на прием. Вот. А понятно, что по письменному обращению, естественно, на прием записывать не будут. И напишут, что в соответствии с параграфом таким-то можете обжаловать в суд. Вот такое дело. Так вы просто запишите сигнал, что Министерство здравоохранения отвечает телефоны. Ну и что нам делать с этим сигналом? С этим сигналом или заставить отвечать на телефоны, или опубликовать официальное заявление, что просьба не звонить в Минздрав, на телефоны отвечать не будут. Ну, вам правильно ответили, что люди находятся в движении, они не сидят целыми днями на телефонах. У них очень много и людей на приемы приходят, у них проходят приемы, у них куча документов, куча писем, куча обращений, они с этими документами находятся в движении по министерству. Вот, да, но они там, где вы называете. Это в любом офисе. В любом офисе так, люди не сидят на телефоне, не сидят по первому звонку, в любом месте. Когда дается телефон, это не значит, что в ту же секунду могут обсуждать все. Но на протяжении многих часов кто-то ответит, скажет, сейчас нет такого-то, позвоните туда-то, потому что есть сотрудники, задача которых отвечать на телефон в основном. А в правительственном министерстве есть сотрудники, у которых задача только отвечать на телефон. Нету там таких специалистов, у которых задача только отвечать на телефон. Только отвечать на телефон в том плане, что находиться помимо обеда и естественных надобностей в том месте, где стоят входящие телефоны, которые звонят в их присутствии. И, соответственно, нельзя сказать, что их задача не только отвечать на телефон. Еще другие, да, но телефон при них. И не может быть такого, чтобы часами на телефон не отвечали. Это неизбывное пренебрежение людьми. Просто какое-то вот такое вообще вот. Вот. Это не значит, что где-то положение лучше, оно во всех окружающих странах намного хуже. Но что нам с того? Что нам с того? Мы хотим, как сказал белорусский поэт, людьми зваться, понимаете? И, в общем-то, вроде как законодательство и слова президента, они оставляют как бы место требовать людьми зваться, чтобы в министерстве, в головном офисе министерства отвечали на входящий телефон. Понимаете? Я понимаю. Вот, такое дело. Так что, пожалуйста, запишите, что Министерство здравоохранения пусть начнет отвечать на телефоны. В других министерствах отвечают на телефоны. В министерствах отвечают. И знаете в каких? Во всех, кроме Министерства здравоохранения. И не отвечают в администрации президента. В этих двух местах не отвечают на телефон. Ну, я так понимаю, что вы уже всем позвонили, да? Что? Ну, вы уже всем позвонили. Нет, ни другим министерству звонить нет абсолютно никакой логики. Соответственно, я это не делаю, но когда в какие-то министерства я звоню, там всегда отвечают. А в Министерстве здравоохранения не отвечают никогда. Никогда. И поэтому те, кто живут не в Минске, ходят на приемы, те, кто живут не в Большом Минске, для них вообще отсекается максимум путей к Министерству здравоохранения. Там не отвечают телефоны никогда. Во всех остальных, ну я не скажу всех остальных, я вот, например, никогда не обращался в Министерство лесного хозяйства или сельского. Но я полагаю, что если я наберу, там ответят. В те, в которые обращался, неважно. Ну, мы с вами, давайте не будем... Вот, но отвечают во всех, кроме Министерства здравоохранения. До свидания.